Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 26 июня 2020 года. Посмотрим, что ждет в этот день. Достанем карту также для отношений, для работы, для финансов. И итог дня. Итак, четверка чаш выпадает у нас как карта дня, а это значит, что у нас сегодня какой-то очень счастливый шанс предоставляется, какой-то, может быть, подарок от людей, нам, может быть, даже не знакомых, да, то есть знакомство через какой-то подарок, через какую-то информацию, которая затрагивает чувства. Может быть, конечно, и от наших близких будет нам какой-то сюрприз приятный, да, но дело в том, что мы можем как-то пропустить это, либо не быть благодарными, то есть не оценить как-то по достоинству то, что в нашей жизни происходит. Четверка чаш у нас астрологически связана с Луной в Раке. В общем, эта карта, она больше завязана на отношения, да. То есть, допустим, человек, который с нами рядом, он о нас заботится, он многое для нас делает, а нам кажется, что это неподходящий для нас человек. И мы можем здесь быть необъективными, да, неблагодарными, и из-за этого потерять какую-то очень хорошую, счастливую возможность в жизни. То есть здесь важно просто не поддаваться настроению, потому что у нас настроение может быть просто как бы, под действием каких-то энергий меняться, и поэтому мы можем сегодня, допустим, чувствовать одно, а завтра другое, да, а ситуация уже от нас отвернется, то есть уже от нас удача уйдет. Поэтому вот сегодня нужно, может быть, как издалека наблюдать за собой и не позволять тем эмоциям, которые нами руководят, влиять на нашу жизнь и ситуацию. В общем, нужно быть благодарным во что бы то ни стало. Тогда у вас день пройдет как нужно. Четверка чаш у нас также связана очень часто с какими-то семейными торжествами, праздниками, да, но это вот именно семейные, когда люди только близкие рядом находятся. Может быть, будет решаться какой-то вопрос, связанный с недвижимостью. Ну, допустим, вы видите какой-то вариант очень хороший для себя, вы всегда мечтали жить именно в таком доме или в такой квартире, или чтобы это было именно в этом месте, а у вас, допустим, сейчас там не хватает каких-то средств, и вы понимаете, что вам придется от этого отказаться. Так вот, четверка чаш, она говорит о том, что ваше желание может исполниться, и могут для вас открыться возможности, которые вы даже и не берете в расчет. То есть очень хорошая карта вот в этом плане тоже. Может быть, кстати, продажа недвижимости, но здесь смотрите осторожнее, чтобы без эмоций. Проверяйте как следует документы и все прочее, да, чтобы не было потом никаких проблем, что вы что-то не досмотрели. Эта карта также связана очень часто с работой на дому. Это может быть работа с интерьером, может быть, дизайн вы придумываете, да, или может быть, покупаете что-то красивое в дом. Может быть, ремонтируете квартиру, да, и мы знаем, что ремонт у нас всегда связан с тем, что нужно договариваться со своим партнером, с теми людьми, кто с нами живет, с детьми. И здесь могут быть какие-то сложности. То есть, с одной стороны, вроде бы радостно, да, мы улучшаем свое жилище, с другой стороны, сложно и грустно, потому что могут быть препятствия нашим идеям, да, со стороны наших близких людей. Что еще важно? Может быть, вы раздумываете над идеей семейного бизнеса. Вот если у вас была такая мысль, карта говорит о том, что это хорошо, это вам надо, и не нужно, сомневаться, потому что здесь вот мы можем как раз потерять шанс, да, который нам дает жизнь, дает судьба. Также карта может говорить о том, что вы, может быть, задумались о том, чтобы купить гараж или земельный участок, или перестроить как-то, в общем, то, что у вас уже есть, может быть, достроить или переделать. Может быть,
не все будет так, как вам нравится, да, вот, знаете, вот что вам мешает, это сомнение, мешает привычный какой-то уклад и образ жизни, то есть как будто бы вас трудно просто сдвинуть с места. Вот, карта рекомендует все-таки хвататься за возможность, не поддаваться каким-то эмоциям, страхам, не ограничивать себя, если вы хотите вот эти вопросы важные для себя решить. А может быть, кто-то что-то потеряет, какую-то важную вещь, вот никак не может найти, из-за этого вот расстраивается, да, вот что-то дома можно потерять. А может быть, это огромный объем домашних дел, которые не хочется делать из-за того, что их очень много, да, тогда вот здесь рекомендация начинать по чуть-чуть, хотя бы там по 15 минут что-то делать, потихонечку, ну, как бы разгребется, да, вот эта куча большая домашних обязанностей. Также может быть приобретение каких-то вещей первой необходимости, может быть решение вопросов взаимоотношений между родителями и детьми, между семьей. Может быть покупка каких-то вещей, знаете, таких вот каждодневных, там еда, напитки. Кстати, посуду тоже можем покупать по этой карте. Также или кухню, да, или предметы для кухни можем покупать. И, кстати, в конце дня вы можете уже потерянный предмет найти. Хорошее время для того, чтобы решать вопросы, связанные с желудочно-кишечным трактом. Вот если, допустим, у вас есть какие-то сложности. И очень важный день для того, чтобы с жидкостями работать. Тем более у нас здесь еще Луна, верховная жрица, да, которая символизирует Луну. То есть нужно как-то соблюдать режим, водный режим, да, вот с жидкостями, чтобы все было в порядке. Ну и также, кстати, может быть, сегодня кто-то будет у реки, у воды, на озере где-то находиться, да, вот соседство вот этих карт говорит о том, что вы вполне можете где-то быть около воды, или, допустим, недвижимость около воды вам понравится, да, или участок земли тоже, вот где-то рядом вода будет находиться. Дальше посмотрим, что будет помогать. Верховная жрица. Вот опять вот то, что я говорила, да, нужно очень мудро подходить к тем вопросам, которые сегодня вы решаете. Они очень важные. Четверка, она всегда нас тормозит. Мы привыкаем к одной ситуации, не хотим ничего менять, да? А вот нужно подумать, для нашего будущего, для наших детей, вот важно то, что мы сейчас делаем? Если да, то нужно все-таки пересилить себя и решить этот вопрос. Если это какая-то мелочь и лишь только расходы, которые потом не окупятся, то тогда этот вопрос не важен. Что будет мешать? Будет мешать туз пентаклей. Туз пентаклей – это, знаете, надежды на лучшее, надежда на счастье, надежда на то, что все решится само собой. Придут нужные люди, придут ситуации, придут деньги, да, и мы как будто бы отдельно, а вот это все хорошее тоже отдельно. Оно только когда-нибудь будет, и мы на это надеемся. Карта говорит, нет, нужно действовать прямо сейчас. А давайте посмотрим отношения. Тройка чаш выпадает на этот день для отношений, а это значит, у вас действительно какие-то могут быть семейные праздники, какие-то торжества, что-то связанное с новостями для вашего дома, для ваших близких, да, для того, чтобы приятно пообщаться, может быть, друзья придут, может быть, еще какая-то ситуация приятная для дома. Для тех, кто в поиске партнера, шестерка бубновая, кстати, вы можете вполне познакомиться здесь с человеком, который будет вот рекомендован либо вашими друзьями, либо вашими родителями, в общем, как-то с вашей семьей, может быть, он связан, а может быть, вы раньше были друзьями, допустим, да, а сейчас вот ваши отношения могут перейти на новый уровень. Какие-то новые надежды у вас могут появиться в этих отношениях. А для тех, кто уже в паре, здесь выпадает туз трефовый, а это значит, у вас будет... Кстати, вот очень часто вот эти карты вместе, да, они дают брак. Может быть, действительно для кого-то это будет бракосочетание, и, может быть, вот эти карты говорят о том, что вот действительно здесь у вас союз семейный, да, но вы как-то
как бы побаиваетесь будущего, да, и вот эти карты на отношения, они тоже говорят о том, что может быть какое-то семейное торжество, либо вы начинаете какой-то новый проект, в который включены либо все члены семьи, либо вы вдвоем с партнером. В общем, может быть подарок какой-то очень приятный от партнера вам, да, или там вы, допустим, тоже можете делать подарки. Может быть предложение руки и сердца, может быть помолвка, может быть какой-то положительный ответ вы получите от своего партнера, давно, допустим, ждали. В общем, очень гармоничная такая карта и радостная, да, но также еще здесь может быть, знаете, новые какие-то обязательства вы на себя возьмете вот по отношению к своему партнеру. Ну и он, конечно же, да, это всегда совместно. Для тех, кто в ссоре, десятка бубновая, карта говорит о том, что вам нужно учиться друг друга понимать, если, знаете, глубже друг друга понимать, чего действительно на самом деле хочет ваш партнер, чем он живет, что он любит, какие у него скрытые таланты и способности. И именно вот на этом строить отношения. Тогда и помириться можно и надолго. Работа, девятка чаш. Здесь все индивидуально. Берите на себя ответственность, тогда у вас удача будет в делах, тогда вас будут уважать, вы будете справляться, вам все будут помогать. В принципе, карта исполнения всех желаний, но только при условии, что берем на себя ответственность, да, что не перекладываем ее на других. Для тех, кто в поиске работы, семерка бубновая, карта говорит о том, что нужно как можно больше людей вовлекать именно в поиск работы. Как говорят, язык до Киева доведет, да, вот нужно общаться, нужно спрашивать, нужно рассказывать всем, что вы ищете, да, чтобы люди могли вам помочь. У вас прям есть такая возможность сегодня. Можно звонить как можно больше, узнавать, можно... Ну, здесь, знаете, здесь лучше не письма, а вот именно голосом, да, общаться для того, чтобы вот эту работу получить. Может быть, даже у кого-то назначено уже собеседование, да, будет удачный результат. Для тех, у кого есть работа, король пиковый, карта говорит о том, что вы либо какой-то важный проект закончите, либо заслужите одобрение начальства, руководства, либо вы будете как-то очень профессионально выполнять свои обязанности. И, в общем, такое ощущение себя как человека на своем месте, да. Очень хорошая карта для такого внутреннего удовлетворения. Для тех, у кого свое дело, семерка червовая, карта говорит о том, что у вас какая-то ситуация сейчас закладывается в вашем бизнесе, которая позволит в дальнейшем вам процветать. Вот как-то вы сейчас укрепляете свой бизнес. Может быть, вы что-то меняете. Может быть, вы продумываете бизнес-процессы по-новому. В общем, что-то здесь обновляете, и это будет действительно сильно и хорошо в будущем. Рост обязательно вашего дела будет благодаря тому, что вы сегодня будете делать. Что же вы тут будете? Ну, больше здесь вот как раз профессиональная деятельность. Да, вы как-то организуете эти процессы так, чтобы они прочно очень работали, да, продумываете все до мелочей. Вот все, что касается там каждой минуты рабочего времени, своих сотрудников, все, что касается их занятости, вот именно как профессионалов, может быть, добавлять им каких-то знаний, обучать их, может быть, кого-то повысить в должности, кого-то сместить с должности, да. В общем, вам должно стать все ясно, что у вас происходит вот в вашем деле. Финансы. Королева чаш. Очень часто она говорит о том, что непредвиденные какие-то могут быть ситуации и расходы по ним. Может быть, здесь расходы на каких-то специалистов, которые вам помогают решить какие-то вопросы. Очень часто здесь решаются денежные вопросы в судах. Может быть, кому-то выигрыш в суде, и вы получаете деньги по суду. Здесь может быть очень часто выплата долга, кредита. Вы можете сами выплачивать, вам могут выплачивать, могут государственные деньги приходить, могут быть деньги других людей, там, от родителей, от мужа, от жены и так далее. В общем, в принципе, карта такая довольно-таки неожиданная для денег и непростая. Тут очень много энергии в этой карте. И семерка трефовая для тех, у кого зарплата. То есть карта говорит о том, что вы
можете... Какие-то расходы у вас тут могут быть непредвиденные, да, может быть даже какая-то потеря денег, может быть незначительная, но все-таки вы можете огорчиться по этому поводу. Может быть, знаете, может быть кому-то из ваших близких просто срочно потребуются деньги. Для тех, кто своим делом зарабатывает, шестерка пиковая. Карта вот как раз и говорит о кредитах, о долгах, о выплатах государственных, о выплатах в налоговую. В общем, все, что связано с государством и с различного рода выплатами и дотациями. Либо это сделки, которые касаются вот именно организации, да, то есть когда вы с какими-то большими такими структурами завязаны, да, вот именно в деньгах. Какие-то могут быть сделки уже готовые, либо вы можете только тут наводить мосты по поводу финансов в будущем. Чем закончится день? Итог дня: пятерка мечей. Карта говорит о том, что придется вам все время себя перестраивать, переубеждать, настраивать на конструктивный лад. В общем, от того, как вы себя настроите, будет зависеть ваш день и результаты в будущем. Потому что день действительно очень важный, для вас много открывает, но вы можете этим и не воспользоваться. Пятерки — это всегда кризисные карты, да, а кризис, он требует силы, он требует такой концентрации нашей. И мы можем расслабиться, да, не захотеть решать, вот как вот по четверке чаш, просто вот сидим и смотрим в одну точку. А у нас там внутри все кипит, допустим, да, или ситуация вокруг с бешеной скоростью развивается, приходят какие-то новые идеи, приходят люди, обстоятельства, а мы не реагируем, да. То есть итог дня зависит от нас полностью. Либо мы решаем какие-то важные вопросы и решаем, как бы улучшаем свое настроение и выходим на новый уровень, здесь уже нас не остановить. Или мы остаемся вот в том состоянии, каком были, даже усугубляем свою ситуацию. То есть вот этот день требует от нас такой сознательности, смелости даже какой-то. Вот совет: не бояться начинать новое, не бояться... Даже если вы чего-то не знаете, научитесь в процессе, появятся возможности в процессе. То есть, если приходит возможность, нужно за нее браться, потому что потом придут на нее, как бы все необходимые там связи, деньги и так далее, и так далее. И также карта говорит о том, что нужно обязательно быть искренними сегодня. И с собой, и с другими людьми, то есть честными. Друзья, желаю всем прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч!